Всем привет, ребята! Я очень рада, что сегодня вы у экрана. Надеюсь, что это вечер, у вас глазки уже сонные, вы хотите спать. Ну а мой голос, и надеюсь, что вполне артистическая подача текста вам понравится. Сказка очень интересная и захватывающая. Сказка о богатыре Тигеняй в беличьей дошке. Жила-была вдова с 2 сыновьями и дочерью. Всего у них было вдоволь. Скота имели столько, что паром своего дыхания он заслонял луну и лишал лучей солнца. Еды всякой в амбарах было столько, что ее и 88 человекам не съесть. Добра всякого в кладовых 77 человекам не перечесть. Главная коновязь у дома была похожа на важного, громко разговаривающего господина. Медная коновязь имела 80 выемок. О самом доме и говорить не приходится. Чтобы от ветра не расшатался, его гвоздями укрепили. Чтобы дождем не промочило, сверху свинцом залили. Чтобы от солнца не рассохся, оловом запаяли. Чтобы от времени не разрушился, медью упрочили. По утрам сыновья вместе со стадами оленей отправлялись на пастбище. Вечером возвращались домой, садились у очага, мать с сестрой кормили их ужином. Так шел день за днем, за годом год. Но вот однажды только успели братья вернуться домой и поесть, услышали то ли шум, то ли гром. Вышли из дома, видят, приближается к ним какое-то диковинное чудо-юдо. Ручищи саженные, ступни ног не меньше 7 пядей. Братья обратно в дом, говорят матери. Идет к нам какое-то чудо-юдо. Ручищи саженные, ступни по 7 пядей, от одного вида страх пробирает. Что будем делать, матушка? А ничего не будем. Подождем, отвечает мать. Если это чудовище съест нас, что ж, видно, такая наша доля. Тягаться с ним у нас ведь все равно некому. Если же с чем другим гость пожалует, послушаем его. Входит чудо-юдо в дом. Один из парней стал прямо на глазах чахнуть, сохнуть, сделался не толще иголки и спрятался в трещине стены. Другой тоже убавился до наперстка и укрылся в пазу между бревнами. С матерью осталась одна дочь. Гость прямо с порога обратился к матери с такими словами. «Слава о твоей дочери Кёхачалянько дошла до самых дальних краев. Имя ее стало известно даже государю. А у меня появилась нужда в хорошей хозяйке, верной жене. И я пришел просить, чтобы ты отдала свою дочь мне в жены. Хочу услышать твое слово. Говори прямо, да или нет. Отдашь за меня Кёхачалянько или не отдашь?» Мать-старуха сообразила, что перед ней никто иной, как один из сынов племени Абага, и как раз прямого-то ответа, прямого отказа давать было нельзя. «Если прямо говорить, то дочь у меня на выданье», – так она начала. Но разговора с ней об этом еще не было. А ведь в нашем краю готовят девушку к замужеству долго. Бывает, что год, а бывает и 2. Всякой снаряды до приданого невесте, сколько надо нашить, накроить. Да и не принято у нас, чтобы жених приходил и забирал невесту. Ты собери-ка 30 сватов до 40 свах и присылай их свататься. Ладно, буду держаться ваших обычаев, согласился гость. Но чтобы я уехал спокойным, скажи, когда будет готово приданое у невесты, когда мне засылать своих свах и сватов? «Думаю, что не скоро», – ответила старуха. «Самое лучшее, наверное, прийти свататься в лютую стужу декабря, в непроглядный туман крепчайших морозов января. Это мое последнее слово». С тем гость из племени Абага и ушел. А как только он ушел, старуха подсела к дочери и говорит: «Слышала, голубушка, наш разговор? Не будем терять времени. Готовь в дорогу коня, вывяжи. Через 8 суток проткни ему заднюю ногу ножом. Если выступит кровь, дай исполнится еще 1 суткам. После этого поезжай прямо на восток. Тогда конь твой копытом не будет снег пробивать. А когда он выбьется из сил,
Оставишь его, пойдешь пешком. Дойдешь до порубки, и там, около пней, встретишь человека в беличьей шкурке, снятой целиком. Имя этого человека – Тигоняй-богатырь в беличьей дошке. Только под защитой этого богатыря ты сможешь остаться живой. Как мать велела, так девушка и сделала. Проткнула ножом коню заднюю ногу, выступила сукровица. Прошло 9 суток, все засохло. Девушка села на коня и поехала. Пришло время, и наступила лютая стужа декабря, а за ней непроглядные туманы свирепых морозов января. Жених собрал 30 сватов и 40 свах, привел их на ближнее к дому озеро. В доме слышно, как они лязгают на холоде своими железными зубами, стучат окоченевшими руками, ногами. Идти сразу всей оравой в дом не решились. Послали сначала разузнать, разведать, как там и что одну из свах. Та подкралась к дому, послушала, о чем мать с невестой разговаривают, а когда вернулась, говорит: «Ничего особенного. Ведут разговор о том, в каком стаде нужно взять важенку, чтобы забить ее на свадьбу». А один сват послушал сваху, да и говорит: «А мне так приснилось, что никакой свадьбы не будет, только зря приехали, да на холоде мерзнем. Ты, Харабекирдянь, это он к жениху, сам бы сходил да поглядел, на месте ли невеста-то, может, ее и вовсе нет». Пошел жених к дому. При виде его сыновья старухи спрятались. Один прямо на глазах усох до иголки и в трещину на стене залез. Другой отощал до наперстка и в пазу между бревнами укрылся. Вошел Харабекирдянь в дом, видит, сидит старуха одна-одинешенька и горько плачет. «А куда же подевалась твоя дочь, моя невеста?» – спрашивает. «Если бы я сама знала», – отвечает ему старуха и заливается слезами пуще прежнего. «Поехала за дровами, и вот до сих пор нет. Ожидая и высматривая ее, я уже чуть не окривела, напрягая свои старые глаза, окосела, то и дело выскакивая во двор простудилась. Не знаю, не ведаю, то ли в небо вознеслась, то ли в землю провалилась. Везде искала, не нашла. Видно, тебе самому придется поискать, уж постарайся. И если найдешь, безо всяких свах и сватов заберешь себе в жены. Очень прошу, постарайся. А то, видишь, от слез глаза опухли. Что делать?» Пришлось сыну Абага Харабекирдяню пуститься в розыски. Год ищет, еще полгода, нет невесты. Возвращается ни с чем к ее матери. «1,5 года искал твою дочь. Все леса и долины обошел, а кроме следа какого-то захудалого конька, который даже не пробивал копытами снежную корку, ничего не нашел. Вот и думаю, по этому следу, что ли, до конца дойти? Как ты посоветуешь, не она ли на том коньке проехала?» «Как знать, может, и она», – отвечает старуха. «Уж постарайся, разыщи, я буду ждать». Опять Харабекирдянь отправляется на поиски девушки. А девушка тем временем на своем коньке ехала, а когда конек из сил выбился, оставила его, пешком пошла. Шла и сама тоже приустала, едва ноги тащит. В одном месте запнулась за какую-то кочку, упала, а встать уже и сил нет, на коленях поползла. Кое-как добралась до порубки, у поваленного дерева свалилась. Большое ли, малое ли время спустя подошел к дереву человечек ростом с локоток, одетый в цельную беличью шкурку. Подошел, стал топориком очищать ветки на поваленном дереве. Девушку увидел. Удивился человечек. Чтобы лучше разглядеть, приподнял налобник и спрашивает: «Кто ты? Какого рода племени? И откуда взялась? Как сюда попала? Если ты человек, то почему от тебя остались одни кости да кожа?» Девушка отвечает: «Я единственная дочь Көгülбеге именем Кёхачалянько. Пришла к тебе просить защиты». Послушал человечек девушку, подумал и говорит: «Когда-то до меня доходил слух о Көгülбеге, о том, что он владеет землей на краю земли, имеет край на краю страны. Но как ты сюда добралась, да еще пешком? Ведь это даль неизмеримая. И от кого, от чего пришла ко мне защиты просить?» Пришлось девушке все объяснить человеку в беличьей дошке.
К нам в дом пришло чудо-юдо, сын племени Абага, и хотел взять меня к себе в жены. Мать кое-как уговорила чудовище немного повременить. Тогда я села на коня и поехала. Конь выбился из сил, оставила его, пешком пошла. Сама обессилила, ползком поползла. Теперь вот видишь, у дерева лежу в надежде, что ты меня заметишь и защитишь. «Нелегкую задачу девка задала», — сказал человечек в беличьей дошке. «Рано или поздно, а по твоему следу придет сюда Абага. Надо готовиться к встрече. Вот сейчас отнесу очищенное дерево и вернусь за тобой». На вид человечек всего-то с локоток, а потащил дерево с такой силой, что если задевал им другие деревья, то и их с корнем вырывал. Вернулся за девушкой, взял ее на руки и отнес в дом. «Пока я обтешу бревно, ты приготовь поесть, попить», — наказал. Взялась девушка готовить обед. Человечек в беличьей дошке пошел тесать бревно. И только-только успел обтесать, чудище Абага над ним всей своей громадой нависло. Человечек опешил от неожиданности, приподнял налобник, глядит снизу вверх на чудовище, а оно ему и говорит: «Вот ты какой, мужичок с локоток! Может, сам-то и маленький, а знаешь много. Жена от меня сбежала, не знаешь, где она? Если знаешь, то говори скорее, пока я тебе голову не оторвал и не съел без остатка». Мужичок с локоток не испугался чудища Абага. Спокойно так отвечает ему: «Голову оторву да съем». Ты что, других слов не знаешь? Чего же удивительного, что от тебя женщина ушла? Какая дура жить с таким кровожадным чудовищем будет? Вашему брату все, что только глаз увидит, поскорей бы сожрать. Сколько людей извели и насытиться не можете. Ну ничего, не думай, что и дальше люди будут хрустеть у тебя на зубах, словно мерзлые сучья. Будешь помнить, кому пришел. Нет, черную кровь твою я не стану проливать да землю поганить. Я заставлю тебя голодать, я тебя завялю, высушу на солнце. Знай, что встретился ты не с кем-нибудь, а богатырем-тигоняем. Не гляди, что я маленький, посмотрим, чья возьмет. Выходи на бой и не жди пощады». Приготовился Харабекирдянь к бою сражению, только никакого сражения-то и не случилось. Мужичок с локоток в беличьей дошке крутился, вертелся вокруг него, а в руки не попадался. Протянет свою лапищу сын Абага, думает: вот схвачу тигоняя, а там пустое место. Стукнет кулаком по противнику, ну, думает, от него и мокрого места не осталось. А нет, кулак тоже ударил в пустоту, а тигоняй жив, здоров и невредим. Так ни разу и не удалось поймать его. А тигоняй-богатырь, перебегая с руки на руку сыну Абага, с ноги на ногу, с туловища на голову, все время конец железной цепи в своих руках держал. И получилось так, что скрутил, опутал этой цепью чудище Абага, а в довершение всего еще и к громадной лиственнице той же цепью привязал. «Ну вот, говорил, что не буду черную кровь твою проливать да землю поганить», сказал богатырь в беличьей дошке, «и так подохнешь. Прикрутил я тебя крепко до конца твоих дней. Железная цепь эта не развяжется». Возвращается тигоняй к дочери Көгülбөгө Көхөчөлөнко, а у дома его славный богатырь Экөчөлөн поджидает. Вошли они в дом, разговор между собой ведут. «Рад тебя видеть», — говорит тигоняй-богатырь. «Откуда и куда путь держишь? У меня больших новостей нет, разве что вот девушка под мою защиту от Харабекирдяна пришла, а его, самого я к лиственнице, железной цепью прикрутил. А какие новости ты привез?» «У меня тоже великих новостей нет», — отвечает Экөчөлөн-богатырь. «В верхнем мире, говорят, все как было, так и есть. А из нижнего мира богатыри Абага совсем перестали выходить. Все какая-то мелочь, с которой биться, сражаться мне, богатырю, нет ни чести, ни славы. Вот от безделья я тебя решил проведать. 3 года поди-ка с тобой не виделись». «Спасибо, что проведал», — сказал тигоняй. «И в благодарность за память хотел бы я тебе отдать в жен дочь Көгülбөгө Көхөчөлөнко, если она на то согласится». Девушка согласилась, и Экөчөлөнко с радостью женился на ней. Попрощались они с тигоняем,
и поехали в родные края богатыря. Весь день ехали, вечером остановились на ночевку. Только расположились, слышат, лес трещит. Пробирается сквозь него чудовище с огромной лиственницей на спине. Понял Акачалян-богатырь, кто к нему пожаловал. Вытащил свой длинный меч и схватился с Харабекирдяном. До полной темноты бились. А в темноте Акачалян-богатырь, обладая волшебством, всучил в руки сына Абага болотные кочки. А пока тот возился с ними, успели выспаться с молодой женой и дальше поехали. Опять их застала ночь, опять остановились на ночлег, и опять их настиг чудище Абага с вывороченной вместе с корнями лисиной на спине. Схватились богатыри, а потом Акачалянь и на этот раз вместо себя подставил Харабекирдяну каменную скалу. Долго возился с каменной скалой сын Абага, и только на новой ночевке настиг Акачаляня богатырь с молодой женой. Опять долго бились, а потом Акачалянь подставил вместо себя лиственницу, такую огромную, что из нее можно было вместительную лодку выдолбить. Сколько ни возился Харабекирдянь с лиственницей, а на другую ночь опять настиг богатыря с женой. Видит богатырь, так ему не отвязаться от сына Абага. Говорит жене: «Тебе, жена, скоро рожать, так что поезжай одна. Поезжай прямо на восток, и рано или поздно придешь к дому моей матери. Его узнать просто. Дом золотой, сверху поддерживается волосяной веревочкой, а снизу серебряной ниточкой. В том доме в тишине, в покое и родишь. Только не забудь перед родами закрыть окна и дымоход». Жена уехала, а богатырь стал биться не на живот, а насмерть с сыном Абага. Бились так, что земля дрожала, звери из лесов разбегались, рыба из морей на сушу выплескивалась. Долго бились, а никак один другого осилить не может. А Акачалянько тем временем ехала, доехала на восток и приехала к золотому дому. Мать богатыря ее приняла, накормила, напоила. Потом накосили восьмиветвистой травы, наслали из нее постель, закрыли окна и дымоход. С громким плачем родился ребенок, да такой ловкий и проворный, что не будь окна закрыты, мог бы выскочить. 10 бабок и нянек ловили, едва поймали. Рос парень не по дням, а по часам и минутам. Через 10 дней его уже можно было принять за 10-летнего, через 20 – за 20-летнего. Ударом кулака он мог легко быка или коня свалить, а на охоте любого зверя догонял и голыми руками ловил. Как-то парень спросил мать: «А где мой отец? От кого я родился?» «Ты родился просто так, без отца», – ответила мать. Парень продолжает ходить на охоту. И в лесу зверей и птиц часто видит парами. Опять спрашивает мать: «У коровы есть бык, у волчицы – волк, у каждого звереныша, у каждого птенца есть отец и мать, и у людей также должно быть. А ты говоришь, что у меня нет отца. Что-то тут не так. А еще я вот что хочу у тебя спросить. Как-то был я на берегу моря и видел на песке следы 2 людей. У одного ступня длиной 7 пядей, у другого 6. И кто-то из них, похоже, тащил на себе большую лисину. Она корнями по песку чертила. Не знаешь? Не приходилось слышать, кто бы это мог быть?» Мать догадалась, о ком говорит сын, и так ответила: «Тебе с теми богатырями не сравниться. И если даже один из них твой отец, он тебя все равно не узнает. Но если тебе все же хочется его увидеть, то когда встретишь, скажи, что ты Туманнах-богатырь, сын славного Акачаляня-богатыря». Парень тут же сел на коня и помчался на берег моря. Здесь он увидел 2 богатырей, к спине одного из них была прикручена железной цепью огромная лиственница. Богатыри, должно быть, устали от долгой борьбы, изнемогли, и у них хватило сил только на то, чтобы разойтись в разные стороны, а потом сойтись и стукнуться. Завидев юношу, противники остановились. Акачалян-богатырь спросил: «Кто ты такой? Какого роду племени?» «Я Туманнах-богатырь, сын славного Акачаляня-богатыря», – ответил юноша, как и учила его мать. «Хожу, брожу по белу свету, ищу своего отца. Может, найду». Обрадовался Акачалян-богатырь, что сына увидел. «Я и есть твой отец», – говорит.
Много достойных противников я на своем веку одолел, а вот этого, сколь не бьюсь с ним, никак не осилю. Может, поможешь или совет какой дашь?» Сын отвечает: «Удивляюсь я, отец, 9 долгих лет бьешься, а такой простой вещи не сообразишь, что противника, привязанного к дереву, нельзя ни согнуть, ни опрокинуть. Только развязав эту железную цепь, можно показать, на что богатырь способен». С этими словами сын Экачаляна-богатыря рвет железную цепь, отбрасывает в сторону лиственницу и, не дав опомниться сыну Абага, опрокидывает его и сгибает в 3 погибели. После этого поднимает на своих могучих молодых руках вверх до летучего облака, а с той высоты бросает о землю так, что Харабакирдян уходит вглубь на 7 саженей. Сомкнулась на том месте земля, никакого знака не осталось. Осталась только вот эта сказка, которую я вам рассказал. Ну что ж, дорогие ребятки, я надеюсь, что вам эта сказка понравилась. Это очень старинная сказка, но смысл в ней прост. И я очень надеюсь, что эту сказку вы прослушали со своими родителями, мамами, папами, бабушками, дедушками или взрослыми. И совет в этой сказке, наверное, больше обращен ко взрослым. Не пренебрегайте мнением и советами своих детей, ведь иногда действительно устами младенца глаголит истина. Ведь именно Туманнав богатырь, сын богатыря Экачаляна, помог ему не только советом, но и делом. В великой борьбе, в такой схватке 2 богатырей, которая продолжалась 9 лет, помог и советом, и делом именно сын. Поэтому, друзья, живите в мире и ладу вместе со своими детишками. Пока-пока!